Привет, друзья! Сегодня я хочу вам заснять такое видео, не совсем приятное. Я ранее записывал про него. И сегодня не грех повторить про такую тему, как алкоголь. Спустя 9 лет, после того, как я последний раз притронулся к рюмке в 2015 году, больше у меня желания нет выпивать, но я хотел бы спустя вот это время рассказать про свое видение, как я его немного понял, пройдя время и действительно получив какой-то хоть результат для себя. Я в этом видео не хочу вас учить, не хочу никому советовать, что нельзя пить или там туда-сюда, хозяйничать над вашим выбором. У вас свое право, но по себе я могу сказать, что ранее выпивал, но не так прямо до запоя, но выпивал вот так вот, ребята. Потому что все мое детство в Якутии было там, где я рос, связано с алкоголем. Это невыносимые условия, когда я еще в самом раннем детстве со школы видел, как мои друзья пьют, как я сам начинал выпивать, как получается было всего плохого, как следствие нетрезвости. И я всегда закрадывался такой мыслью, когда же я все-таки перестану пить. Хоть я и выпивал, но почему-то я продолжал учить своих близких, хоть я сам выпивал. И как бы вот на этой волне это было очень неприятно, когда ты сам не имеешь каких-то результатов, ты начинаешь еще учить людей. Поэтому я решил отказаться от этого. Но в этом во всем я хотел вам донести такую идею, что как можно своими силами, возможно, своими силами перестать это делать, друзья, перестать это делать. Я хочу, чтобы был мир в семье, в очаге, у мужчин, у людей, чтобы не было никаких инцидентов и чтобы люди жили дольше. Хочу хорошее. И как я это понял, ребята? То есть, что такое алкоголь? Алкоголь это вам даже и не стоит, ребята, что-то говорить. Все мы знаем. Химический состав, который входит в кровь и начинает будоражить наши мозги и разум. 5-10. Я хотел бы вам сказать про то, что, друзья, как вообще можно максимально постараться сделать так, чтобы какое-то энное время не употреблять алкоголь. Здесь, да, есть определенное время, есть цель, ребята. Цель это невозможно сделать какие-то успехи, если начинать с ним бороться. Как я это наблюдаю. Например, я бросаю пить. Да, это уже как бы такое противоборство с чем-то. Или, например, я перестаю это делать. Или, например, мне мама сказала, или папа, или родные, близкие друзья кому-то пообещал. Ничего подобного, ребята. Оно как раз ждет вот этого, чтобы человек мог с ним закуситься или как там побороться, преодолеться. Когда у человека есть все время на этом внимание, то он может сдаться на самом деле. А как можно сделать так, чтобы как-то лучше всего, по мне, работает забыть, ребята, забыть. То есть
каждый человек, он сильный. Я так считаю, да, в меру сильный своих возможностей. И что-то бросать, бороться с чем-то, да, я думаю, что каждый мог бы, например, забыть. То есть хватит силы воли для того, чтобы можно было забыть эту бяку. И не доказывая никому приближенным, а доказывая самому себе, с чего ты стоишь, ты просто можешь забыть. Для этого нужны, ребята, цели. Цели какие-нибудь можно поставить, не обязательно большие, какие-то нереальные цели, например. Можно какие-то поставить цели, вообще мелкие цели. На день, например, абсолютно на день, там, пойти с кем-нибудь, там, пообщаться, например, да, с кем-нибудь, с тем, кто дарит настроение, кто делится, например. Или, например, там, уборку какую-нибудь сделать в гараже, например, да, какую-нибудь маленькую цель, например. Но если вы сильный человек, вы можете себе цели большие ставить. И пока вы поставили эту цель, вы занимаетесь этим. Потому что когда человек занимается своей целью, он, возможно, забывает то, что у него есть какая-то проблема, с чем он борется, когда он сказал: я брошу пить. Он просто делает это, не осознавая, там, занимаясь чем-то. И тут как раз идет, ребята, рубеж, да, то есть какая-то вот метка в каком-то времени, именно в каком-то времени. Потому что время должно быть, ребята, время должно быть. Чем больше времени вы побеждаете, то тогда больше вероятности того, что организм, оно как бы, алкоголь, она же просаживается в жирах, в мышцах, там, в теле содержится. И как можно, чтобы быстрее можно было выгнать его из жира, не из жира, а из крови, так можем сказать, да, как максимально. Требуется некое время такое, чтобы не было ломок. Первое время, например, очень хорошо, хотя бы полгода или год. Но это очень большой срок на самом деле. Хотя бы первый рубеж — это, ребята, неделя. Неделя надо, чтобы прошла. А для этого нужно что, ребята? Пить много воды и не расстраиваться, потому что тут есть второй еще момент, ловушка. Когда человек расстраивается, он хочет удовольствие получить, понимаете? Он хочет получить кайф. Любой человек идет от боли к кайфу. И когда у него нет удовольствия, что нужно сделать? Да, правильно, ребята, загладить надо. Как-то вот замылить, загладить. И, как не расстраиваться? Ипотека, кредиты, денег что-то не хватает, проблемы какие-то, гаишники, что-то еще. Что-то кто-то не понимает, не уважает, дела сваливаются, дела не завершаются. Как не расстраиваться, да, ребят? Но вот тут как бы вы сами себе советчик, как не расстраиваться, ребят, потому что я считаю, что человек сам себе судья и полицейский, чтобы, например, не вершить что-то плохое, чтобы рикошетом это ему не прилетало. Потому что человек расстраивается не из-за того, что люди плохие, а из-за того, что я считаю, что какие-то следствия происходят от того, что он не взял какую-то ответственность, например, за что-то, да, за какие-то идеи, за какие-то действия. И, наверное, расстраивается из-за этого. Сходил налево там, по семье, например. Что не расстроиться? Конечно, будешь расстраиваться. Обманул кого-нибудь, что-нибудь там, 5-10. Не ангел я, тоже было такое. Что-нибудь там пошло как-то не так там. Например. Проехал на красный свет светофора. Гаишник останавливает тебя, начинает тебя гнобить. Что расстраиваться-то? Кто хозяин самому себе? Поэтому, ребята, самое главное не расстраиваться. Или даже если какое-то расстройство, постараться сделать так, чтобы не выпивать. Потому что одна основная причина, то что человек пьет из-за того, что он хочет удовольствия. Он хочет удовольствия в какие-то минуты слабости. Он открывает бутылку пива и начинает употреблять. Можно даже взять бутылку пива, поставить в холодильник. Он же есть, стоит, друзья, допустим, да. Но лучше этого не делать, конечно. У меня был другой подход к этому.
то, что вот в холодильнике как бы стоял алкоголь. Но лучше не надо, наоборот, это будет неправильно. Лучше вообще как бы, чтобы алкоголя ну, как можно было меньше. И третий момент, друзья, это вот, чтобы не было друзей, которые звонят для того же самого, чтобы замылить свои грехи, которые звонят в баню, зовут куда-то, там, я не знаю, там на охоту, да, чтобы там, ну, найти какого-нибудь собутыльника, друга, товарища. Алкоголь это вообще настолько разрушает человека, ребят. В стендовой стрельбе я понял, что ну как ты утку попадешь, как ты по мишени попадешь. Одну рюмочку тяпнул, ты не попадешь, там 2-3 рюмки, 50-100 грамм. Сразу начнет крутить, вертеть. Да и вообще как-то стрёмно, тошно как-то самому себе, как-то как будто не прав, что выпивший как-то и возвращаешься с охоты. Я потом завел привычку ездить с другом, который не пьет и который не заставляет меня пить, да, там еще есть один мой друг, он выпивал, а я нет, я не выпивал, и он меня не колошматил, там не говорил мне там, что типа я там не пью, а он пьет, ну выпил, что. Вот, но в основном как бы надо, чтобы были друзья, которые не просили, чтобы вы пили. И после охоты, когда возвращаешься домой, вообще классно, пацаны. Такой кайф прямо происходит после того, как ты себя чувствуешь, что ты не выпил, представляете, вот целую неделю побыл на охоте и не выпил. Это такой геройский поступок считается для меня, например. И ты по-настоящему отдыхаешь. Возвращаясь домой, ты ощущаешь, чувствуешь усталость какую-то такую приятную, да. Но не тот бадун, понимаете, ребята. И вот это вот ощущение, когда ты как будто не прав, что-то сделал не то, неправильно опять. Вот я отдохнул. Поэтому я рекомендую, друзья, вот эти вот 3 основные правила, которые, может быть, кому-то будут полезны. И хотел бы, чтобы было спокойствие мужское. Мужчины сами по себе очень хрупкие создания, чтобы мы с ранней молодости, да, оберегали себя, а не в тот момент, когда наступает какой-нибудь страховой случай. Такое вот видео, друзья. Ставьте лайки. Всего доброго, берегите себя.